На дворе начало июля, а это значит, что летние каникулы в самом разгаре. Многие северостинские школьники проводят их традиционно в детских лагерях. В нынешнем году в республике работает более 80 предприятий, которые занимаются организацией детского отдыха. Однако аншлага в лагерях не предвидится. Причина – ограничительные меры ввиду ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Несмотря на это, скучать детям не приходится. Руководство лагерей и оздоровительных центров разрабатывает целую программу. Ребята на выбор могут попробовать себя в спортивных состязаниях, литературных вечерах или театральных постановках. Отмечают, что все мероприятия проходят в соответствии с новыми правилами. Подробнее в материале моей коллеги Галины Григорян. Тематический день осетинского языка в детском лагере при 46-й школе уже традиция. Любимые стихи или песни на национальном языке. Ребята также сами придумывают и ставят сценки из произведений. Для маленьких зрителей четкие правила – соблюдать социальную дистанцию. Я каждый день прихожу в лагерь, мне тут очень интересно, я играю со своими друзьями, повторяем прошедшие темы. И еще у нас бывают вот такие сценки, как сегодня. Учителя отмечают, ажиотаж большой, желающих много. У каждого школьного лагеря своя программа. Все мероприятия подгоняют под условия пандемии и коронавирусной инфекции. В связи с тем, что у нас сейчас пандемия, поэтому мы, конечно же, стараемся соблюдать все нормы санитарные, которые положены, то есть расстояние между детьми, соблюдаем почаще, чтобы дети и руки мыли, и на воздухе побольше были ребята у нас. В связи с ситуацией нынешней выводить детей куда-то мы не можем, ни в кинотеатр сходить мы не можем, ничего, хотя это все было у нас в планах, но, к сожалению. В детском лагере при 33-й школе сегодня по плану урок правил дорожного движения. На асфальте разметка, лекцию проводит представитель ГАИ. Ребятам раздали брошюры и в игровой форме рассказали о необходимых правилах на дороге. Открыт с разрешения Роспотребнадзора. Сейчас идет второй поток. У нас в реестре 70 детей. Эти 70 детей каждый день бывают в лагере. Танцы, спортивные секции, кружки рукоделия. На всех объектах усилен пропускной режим. Организовано дежурство педагогов и охранников. В первую очередь детское здоровье и безопасность. Перед тем, как открылись детские лагеря, все школьные территории прошли тщательную проверку на соблюдение нормам и требованиям безопасности. Второй и последний поток завершится 15 июля. С начала лета отдохнуть успеют более 5000 школьников. Полным ходом идет сезон и в детских оздоровительных центрах. К примеру, в лагере «Звездочка» и в центре «Томиск». Детский отдых проходит без нарушений. В норме пожарная безопасность, соблюдены меры санпин, питание организовано пятиразовое. Меню обновляют ежедневно. Убедиться в этом в рамках мониторинга приехали активисты Общероссийского народного фронта, но все же нашлись нарекания. В оздоровительном центре Чмей, чтобы там был все-таки обустроен навес, потому что когда дождливая погода, когда осадки, чтобы дети могли и в такую погоду проводить свой досуг на свежем воздухе, на улице. И, конечно же, такие игровые площадки закрытые тоже нужны. Здесь ситуация немного лучше. Здесь есть и закрытые такие площадки, открытые. И есть и как бы тренажеры, есть и в закрытых помещениях, и также есть тренажеры, спортивный инвентарь и на улице. Все замечания будут учтены руководителями детских лагерей, чтобы отдых для ребят был безопасным. Галина Григорян, Хета Гапоев, специально для программы «В итоге».